Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А абмяркоўваць гэтыя падзеі сёння мы будзем з маёй выбітнай госцяй, сябра координацыйнай рады і заснавальніца школы дзелавой культуры і этыкету Оксана Зарэцкая. Добрый день, спадарыня Оксана. Прывітанне, Зміцер. Ну, па-першае, я, конечно, вот з вялікай цікавасцю і задавальненнем читаю у Фейсбуку новыя правілы беларускага этыкету ва ўмовах рэпрэсій і пасадак, скажем так. Штосьці новае нам рыхтуеце з гэтай вот спісу? З гэтай нагоды? Ну, как вам сказать, Зміцер, я бы не сказала, что это повод прям с задовольнением это читать. Это такой очень печальный повод, и это скорее попытка десакрализации угрозы, которая вокруг нас, того террора и тех репрессий, в которых мы оказались, попытка выйти из ужаса и посмотреть на него отстраненно. А поводов написать будет, я боюсь, еще много. Так, давайте вось такія змрочныя прагнозы на конец, можа быть, нашай размовы. А зараз я вось, ведаеце, не один раз, ну, уже и не першы месяц, в принципе, час ад часу сустракаю там у Фейсбуку, тым же самым сацыяльных сетках іншых допісы, что, ну, вот у мяне дэпрэсія, я так спадзяваўся, что ўсё атрымаецца хутка, спадзявалася, а вот ўсё не атрымліваецца, і зараз руки опускаются. У вас есть такое? Да, безусловно. Я абсолютно уверена, что нормальные люди, эмпатичные люди, мыслящие люди переживают, глубоко переживают в том числе, и не просто переживают то, что сейчас происходит в Беларуси. Полным оптимизмом, как говорила Фаина Раневская, обладают только дураки. В этом смысле ничего удивительного нет. Вопрос, что с этим состоянием делать, как из него выходить, как с этим справляться, как продолжать жить. К сожалению, жизнь не марципанчик. А ёсць нейкія рэцэпты, якімі можа кожны скарыстацца, вот як з гэтым жыць, як з гэтага выходзіць, асабліва калі кожны дзень чытаеш пра затрыманні, кожны дзень чытаеш пра прысуды, кожны дзень, ну, здаецца ўжо, ну, няма чаму, як нас здзівіць, а кожны дзень прачытаеш, калі там, ну, да прыкладу, нават калі браць такое простае, там, за невялічкі бел-чырвона-белы сцяжок у машыне штраф больш за 1000 евро, і ты думаеш, куда болей? Вот як вот з гэтым усім? Ну, хотелось бы, конечно, вот просто получить рецепт и сказать, все, я его применяю, и у меня все получится. К сожалению, так не работает. О том, что способов много с этим справиться, это правда. Как-то научиться с этим жить тоже. О чем мы можем говорить? О том, что, во-первых, то, что происходит сейчас в Беларуси, это то, что происходило уже в истории. И можно почитать воспоминания людей, переживших, например, Великую Октябрьскую революцию, переживших Первую мировую войну, Вторую мировую войну, и узнать, как они с этим справлялись. Потому что воспоминаний, мемуаров осталось очень много. Я читала это еще задолго до событий. Ну, вот просто последних, ну, не знаю, лет 5 меня тянуло на эту литературу, и мне постоянно на глаза попадались там тот же дневник Бунина, воспоминания Шостаковича, Коровин тот же совершенно прекрасный художник, мы его знаем как художника, но при этом он обладал прекрасным литературным талантом, которым восторгался даже Чехов. Он оставил после себя прекрасные рассказы, очень, дающие очень выпуклую, интересную, яркую картинку. И знакомясь с этими текстами, переживая вместе с героями это, понимаешь, что эта ситуация не новая, ее уже переживали. Ты понимаешь, что ты не один в этом горе, в этой беде, в этих переживаниях. Это тоже очень помогает.
Дарэчы, вось можна я пераб'ю, вось вы параўноўваеце, праводзіце паралелі і кастрычніцкая рэвалюцыя там і другая сусветная вайна, але ўсё ж таки вот асабіста вам гэтыя часы, якія вось зараз мы перажываем, якія часы нагадваюць больш? Вы знаете, говорят, что история повторяется, но я абсолютно уверена, что нет. Да? Мы можем говорить о неких рефренах, о рамочках, да, которые могут повторяться, но в целом новые времена приносят новых героев, новые времена приносят новые обстоятельства. Что не меняется, это человеческая природа. Ну вот, например, стандарты хорошего и плохого, они отличаются от эпохи к эпохе. И я бы не проводила там прямые параллели, которые сейчас очень популярны, когда сравнивают, например, то, что происходит сейчас в Беларуси с великой буржуазной революцией, да, которая была в России в начале 20 века. С моей точки зрения, такое простое перекладывание и проведение банальных параллелей сильно упрощает ситуацию и не позволяет нам взглянуть на то, что происходит вокруг реально, заметив отличия. Ведь гораздо важнее не то, насколько похожи эти ситуации. Очень важно, чем они отличаются, потому что и эта разница позволяет увидеть другие выходы, другие возможности. Вот я з вами не пагаджуся тут. Можа быць, параўноўваюць пратэсты, ці называюць гэтыя пратэсты 2020 года, кажуць, што это такая новая беларуская буржуазная рэвалюцыя, але калі казаць пра часы, тое, што мы перажываем у сэнсе рэпрэсій і ўсё астатняе, параўноўваюць больш з 30-ми гадамі минулого стагоддзя. А что-то сравнивают с фашизмом. Понимаете? Поэтому говорить о том, что у нас некая там калька и повторение, неправомерно, глупо, это упрощение, да, которое слишком упрощает жизнь и поэтому не позволяет нам взглянуть на ситуацию реально. Нельзя идти по пути наименьшего сопротивления. Мы неизменно будем впадать в заблуждение. Поэтому мы сейчас переживаем свой период. Да, он свой, он войдет в историю специфическим периодом, который станет рядом с тем, что происходило в России в 1905 году, да, в 1917 году и в 40-х годах. И в 30-х годах в том числе. Да, это будет свой период. И дай бог, чтобы, конечно, подобного Беларусь больше никогда не переживала, но если случится там еще один кризис, это тоже будет некая своя история. Поэтому я не люблю этих сравнений, хотя они, безусловно, напрашиваются. Да, мы видим какие-то отблески чего-то похожего. Вот, я это знаю, я теперь знаю, как с этим справляться. Скорее, мне кажется, имеет смысл ориентироваться на человеческую природу, потому что как раз-таки человеческая природа, она не меняется. Исторические обстоятельства меняются, а человек нет. Вот, дарэчы, наш глядач піша, ужо час выкладаць правіла этыкету на сутках. Вот вы, як чалавек, які пабываў там, на тым баку, як вы думаеце, там ёсць нейкія правілы этыкету? Безусловно, есть. Я сразу говорю, что я попала в автозак, но я, слава богу, не оказалась на сутках. Каким-то неимоверным стечением обстоятельств я была отпущена из РОВД. Почему и как, честно говоря, для меня до сих пор осталось загадкой. Но о том, что существуют правила, действительно, там... Да, об этом говорят очень многие письма, и мы ведем трогательную переписку с Максимом Знаком, например, на эту тему, и он тоже присылает мне какие-то ответы по поводу местного этикета. Это, конечно, странно над этим смеяться и этому улыбаться, но каждый раз, когда я получаю письмо или открытку оттуда, тепло появляется в моем сердце и надежда. Вы знаете, еще есть надежда, пока есть жизнь. Эта фраза Хокингу принадлежит, но она ведь вообще про человека. Ведаеце, я думаю, што беларусы ўжо за гэты час зразумелі, у якой сітуацыі яны жывуць, і зразумелі, што гэта не жарт, вот эта даўняя прымаўка ад сумы і ад цюрмы. Вот, таму вот, калі б вы зараз адкрылі курсы такія, то у вас было б, я думаю, шмат жадаючых прайсці іх. Я думаю, что это скорее был бы курс, где сочетаются навыки психолога, человека, владеющего техниками переговоров, поведения в неоднозначных, сложных ситуациях с таким контекстом, да, очень меняющимся. Вот интересно, что вы вспомнили эту фразу, да, от сумы и от тюрьмы. Это же фраза раскрывается у «Раскиданном гнезде».
Помните, да, эту пьесу? Я помню, что когда я прочитала ее в детстве, в школе мы проходили ее, для меня это стало самым страшным, что может произойти в моей жизни, если я попаду в тюрьму или если кто-то из моих близких окажется за кратами. Мне казалось, что хуже просто быть не может. То есть мой мозг в эту секунду отключался от ощущения паники. И сейчас, переживая это, оказавшись вот в этой ситуации жизненной, я понимаю, что верна другая поговорка о том, что с вами случается то, чего вы боитесь больше всего. Понимаете, вот не дай бог вам чего-то так страшно бояться, чтобы потом оказаться перед этой ситуацией лицом к лицу. Мы тут зараз про тое, что, ну, як кажуть, слово матэрыяльнае, так і тут і думкі как бы матэрыяльныя могуць быць. Это такая историческая шутка. Историческая шутка и шутка судьбы. И ты понимаешь, что с этим как-то надо жить. С этим надо справляться. Нельзя закрывать на это глаза. А мы видим массу примеров эскапизма подобного, когда человек не вижу, не слышу, не говорю. Да. И мы этих обезьянок, да, вот этих вот, мы очень, очень много видим таких людей, очень много. Но нас большинство. Да такой спробы падтрымкі адзін аднаго ў гэтай вось сітуацыі, але можа быць з пункту гледжання этыкету таго ж самага, ну і ўвогуле. Я думаю, вот вы, можа, чыталі, Юлія Чарняўская напісала пост про тое, што ну, вот, нехта піша, майго сябра затрымалі, які вот што здарылася, і яму пішуць якасці падтрымкі. Ой, я так перажываю, што і ты можаш, вот, і цябе забяруць. Ну, вот гэта, ў прынцыпе, ну, как бы, ну, якая ж тут падтрымка? Чалавека, наадварот, накручваюць на тое, што, ну, вот, зараз моя чарга. Прычым, я не далі, як сёння, Ксенія Фёдорова напісала такого ж вот кшталту. Як вы думаеце, як ўсё ж такі, якімі словамі падтрымаць чалавека так, каб это не было, вот як у гэтай сітуацыі, што ты падтрымліваеш, а оказывается, ты, наадварот, яго, можа быць, накручваеш на вот это перажыванне і перасцярогі? Мы тут подходим с вами к одной очень сложной и важной теме – эмпатия. Да, вот как она проявляется? Да? Вот мы считаем, что эмпатичным быть хорошо и надо. Да? Только психопаты, они не эмпатичны. Нормальный человек умеет сочувствовать, сопереживать, входить в положение. Очень много мы слышали там про зеркальные нейроны и тому подобное, и тому подобное. Действительно это так. Разумный, взрослый, умный человек умеет сопереживать. Но сопереживание и эмпатия, если они не подкрепляются действием, они превращаются в простые разговоры. А проблема в том, что человек, часто произнеся фразу «я тебя поддерживаю» в той или иной форме, да, там, «я тебя поддерживаю», «я надеюсь, что ты не сядешь», «я вот переживаю, что с тобой такое может случиться», «береги себя», «береги семью», там, или вот эта вот ужасная фраза, после которой всегда становится только хуже, «ты там держись», да, вот это «ты там держись», вот никогда такого не говорите, потому что у человека тут же появляется ощущение, что он один. Вот он один, и ему надо держаться. Так вот, вот неправильная, ну, скажем так, опасная сторона вот этой эмпатии в том, что нам кажется, мы произнесли слова поддержки, на этом можно выдохнуть, мы зайки, мы сделали все, что могли, да? А никакого действия за этим не идет. А человек при этом чувствует, что он свой долг выполнил. Это одна проблема, с которой мы сталкиваемся, когда мы говорим про эмпатию. Что за словами вообще-то хорошо, чтобы шли действия. Вот вопрос, какие действия должны идти. И я в этом смысле вспоминаю одно такое старое еврейское правило, как поддерживать человека, который находится в горе. Приди, принеси еды, посиди рядом, и если он что-то тебе скажет, сделай то, что он сказал. А нет, встал и тихонько ушел. Вот это вот влезание в душу, а расскажи мне, а что сделать, а ты должен жить так, а ты должен жить так. Это такие глубокие потрясения, которые нельзя научением сверху решить. Это внутренняя проблема, которая должна как-то созреть и выйти наружу. Понимаете? Насильно мил не будешь, насильно не поможешь. Но надо быть готовым оказать помощь человеку, если он об этом попросит, не отмахиваясь, ой, прости, нету времени, или что-то в этом духе. Это, знаете, это как со сломанной ногой.
вы с костылями идете, вам плохо, вам тяжело, но вы хоть как-то идете, да, вы не можете там сходить в магазин, вы не можете выйти с друзьями на прогулку, у вас есть костыли, но вы при этом передвигаетесь. И приходит к вам человек и говорит: бросай костыли, иди. Что ж ты не можешь бросить костыли? Брось просто и вот вперед давай. То же самое происходит с депрессивными состояниями, с вот этими внутренними переживаниями. Понимаете, нельзя бросить костыли, нельзя вдруг сказать: ох, что-то я решил больше не депрессировать, не буду-ка я больше переживать. Это должно залечиться внутри как-то, понимаете? Какие должны произойти внутри эти процессы. И здесь поддержка, понимание, что ты не один, она прям очень важная. Что ты не один, что просто рядом с тобой сидит человек, который банально понимает, что с тобой происходит. И при этом он не требует от тебя чего-то. Дарэчы, вось пра гэтыя працэсы і да чаго гэта можа прывесці. Мы маем больш за 40 тысяч чалавек, якія прайшлі праз Акрэсціна, там Жодзіна і ўсё астатняе. Яшчэ колькі дзесяткаў тысяч чалавек, якія прайшлі, вот як вы, праз той же самы хаця бы адзін аўтазак. Но гэта таксама шок, это таксама траўма. Траўма ад таго, што ты просто назіраеш і чытаеш навіны і бачыш, што адбываецца з законам беззаконня ці беззаконнем закона, як тут сказаць. І я пачытаў такое меркаванне людзей, экспертаў, што з-за таго, што вот гэтыя людзі, якія вот атрымалі вот эту траўму псіхалагічную, прайшлі вось гэтыя шокавыя станы, они атрымалі псіхалагічнай дапамогі і не атрымліваюць яе, і не маюць магчымасці, і просто-напросто столькі спецыялістаў няма. Гэта ўсё будзе накоплівацца, все гэтыя дэпрэсіі і ўсё астатняе, і гэта прывядзе па выніку, калі это ўсё такі будзе працягвацца, да павелічэння самагубстваў сярод беларусаў. Наколькі, як вы думаеце, гэта верагодна і што з гэтым рабіць? К сожалению, я вынуждена с этим согласиться. Да. Говорили еще год назад, когда только началась, например, история с коронавирусом, да, из-за давления, из-за этого очень длительного стресса, из-за страха, из-за жутких новостей, из-за того, что люди умирают, из-за того, что вы находитесь в замкнутом пространстве, увеличится количество самоубийств. И это действительно произошло по всему миру. То же самое произойдет. Я боюсь, я очень этого не хочу, но я боюсь, что это произойдет. А что делать с этим? Слушайте, я, наверное, не такой специалист, чтобы давать подобные советы. Я думаю, что может сделать каждый из нас, это быть внимательнее к тем, кто рядом. Периодически созваниваться, узнать, как дела. Вот без всяких сложных вопросов и, не знаю, там, курсов психологической помощи. Просто позвоните приятелю, узнайте, как у него дела. Встретитесь на кофе, пригласите к себе в гости. Вот это обычное человеческое тепло, самое простое, чем мы можем поделиться, оно оказывается самым важным. Ощущение, что ты рядом. Наверное, так. Это может сделать каждый из нас. Неаднаразова гучалі словы пра тое, што ўсё, што адбывалася, гэта змяніла Беларусь і беларусаў, што можна цытаваць розныя там варыяцыі, там мы ніколі не будзем ранейшымі, там пасту ў цюбік не запіхаеш і гэтак далей, але рэпрэсіі ўзмацняюцца. І перад людзьмі, вот мне падаецца, не перад усімі, але перад пэўнай часткай становіцца пытанне выбару. Вот у мяне ёсць свае погляды, свая пазіцыя, вот я за вот это, але тут такая рэпрэсія, калі я буду працягваць прытрымлівацца сваіх прынцыпаў, я там сяду на суткі ў лепшым выпадку, а то і пайду там на хімію па ўгалоўкі, зараз глядзіш за невядома за што крымінальныя артыкулы адкрываюць. І вот это пытанне выбара, наколькі яно зараз актуальна перед грамадствам стаіць? А мне кажется, что нет вопроса выбора. В том смысле, что вы не откажетесь от своих взглядов, они все равно останутся у вас внутри, но вы можете поменять свое поведение. Вот скорее выбор стоит в поведении, как себя вести. Да? Вот об этом мы можем говорить. И как в этой ситуации себя сберечь. Вот с моей точки зрения, исключительно моей точки зрения, я считаю, что беречь себя надо.
И для того, чтобы в вашей жизни находились силы на жизнь, важно иметь что-то кроме этого негатива, что-то кроме этой борьбы. Важно иметь некие состояния, в которых вы можете прийти в ресурс. Важно сохранять работоспособность. Важно сохранять возможность радоваться. Ведь один из признаков, например, депрессии, это что вас перестают радовать даже простые вещи. Вы не можете ни вкусом любимого напитка насладиться или блюда, ни порадоваться достижением своих детей, потому что над вами, за вашими плечами, над головой нависает страшная мысль о том, что происходит сейчас в стране и что происходит с вашими соседями, родными, что с вами может произойти. Когда все, что сейчас происходит в Беларуси, начиналось, это еще с предвыборной кампании, потом в августе и сентябре. И эта машина, этот маховик репрессий, он все усиливался и усиливался. В какой-то момент я словила себя на мысли, что, целуя детей вечером, я не знаю, смогу ли я их поцеловать утром. Отправляя их в школу, в детский сад, я не знаю, смогу ли я их забрать вечером. Понимаете? Это было, как будто ты целуешь ребенка своего в последний раз в жизни, понимаете? И для меня было важно понять, как я смогу выйти из этого состояния. И не было и рецепта. Было только ощущение, что с этим надо справляться. И тогда ты себя, как Мюнхгаузен, начинаешь вытягивать из болота, в которое ты погружаешься. И тогда в ручной режим переходит управление эмпатией и мыслями. И ты начинаешь отсекать какие-то новости. Ты заставляешь себя насильно не думать о чем-то, совершать какие-то действия механически и искать тот ресурс, где ты сможешь дышать и где ты сможешь жить. Для того, чтобы твои дети видели, как ты улыбаешься, для того, чтобы люди, которые вокруг тебя, надеются на тебя, видели, что у тебя есть силы, и ты их поддерживаешь. Это было невероятно тяжело. И когда у меня спрашивают, а как перестать бояться, я говорю, я не знаю, как перестать бояться. Я могу вам только сказать, как перестать думать об этом. Для меня спасением стало искусство, чтение, работа. Но это не значит, что все, что происходит сейчас в стране, проходит мимо. Мы по-прежнему с утра до вечера в этом участвуем. В своих снах мы в этом участвуем. И наши дети, и наши родители. Но надо находить в себе силы. И я боюсь, что только мы сами можем себя спасти. У меня вот было такое адчуванне, што вы зараз так глыбако это ўсё да сябе успаміны прынялі, што вот ледь не расплакаліся. Слёз у такіх сітуацыях, у такіх перажываннях трэба саромецца, ці трэба іх хаваць ад іншых, а толькі ў сабе вот это перажываць дзе-небудзь, ці гэта нічога тут такога ганебнага ў гэтым няма? Я не думаю, что слезы это плохо, как и смех. Скорее, окружающим не стоит видеть нашу истерику. Я бы так сказала. Все равно надо уметь держать себя в руках. На нас надеются наши близкие. Очень надеются. Вот интересная тема, кстати, с эмпатией. Мы иногда так начинаем переживать за окружающих, что помощь нужна уже нам самим. Вот очень важно не впадать в такое состояние, когда вам становится настолько больно, что вы уже думаете не о том, как помочь окружающим, а как спасти себя. Вот не доводить до этого состояния. Этому учат психологов, медиков, службы спасения, да, для того, чтобы, спасая людей, находящихся на грани, видя смерть, сталкиваясь с жесткими травмами, продолжать помогать, а не падать от страха, от переживания в обморок и в какие-то такие пограничные состояния. Очень важно этому учиться, в том числе сейчас и нам. Оставаться эмпатичными, но при этом в состоянии помогать друг другу.
Вам не падаецца, што чым далей, тым больш у беларусах накопліваецца, я б не сказаў, это можа быць ненавісць, але перакананне, што нездольнасці прабачыць. Вот калі на самом пачатку пасля жнівеньскіх падзеяў хоць і казалі ўсе не забудзем, не прабачым, я быў перакананы, што вот калі б вот праз пару дзён была перамога, то на эйфарыі перамогі прабачылі бы. А вот чым далей, чым больш вось гэты махавік закручвае, тым больш накопліваецца вот этой нездольнасці прабачыць. Вы знаете, да, есть теория игр, да, которая рассказывает о самых выигрышных стратегиях и считается самым правильным и сотрудничество. Да? Но если вы оказываетесь в конкурентной среде, где ваш партнер потенциально может оказаться предателем, то самой выгодной стратегией работы оказывается око за око, да, правило Талиона. Если вас обманули, то за этим должно следовать наказание. Если с вами честно поступили, и вы честно поступаете. И вот в обстоятельствах такой неопределенности, когда вы абсолютно уверены, что с другой стороны будут репрессии, давление, 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 самым грамотным поведением будет как раз-таки отвечать каждый раз на это давление. Когда на вас давят, вы не молчите, не терпите, а отвечаете, оглашаете, говорите об этом, утверждаете, что нельзя так поступать, и не прощаете это. До того самого момента, когда вы скажете великодушное «да». И это невероятно сложное решение. Это решение, которое должен принять человек, понимающий, что вторая сторона уже не будет применять репрессии, она не способна, и она готова сдаться. Это то, что отличает дикарей от людей цивилизованных, воспитанных от невоспитанных, образованных от неучей, людей великодушных от злодеев. Умение сказать великодушное «да». Я сейчас не говорю о всепрощении. Я сейчас говорю о том, что после того, как у нас появится возможность все это закончить, очень важно будет провести честный суд. Очень важно будет быть открытыми к тем людям, которые покаялись, к тем людям, которые признали свои ошибки, к тем людям, которые помогали раскрывать преступления, но быть беспощадными к тем, кто так и остался на другой стороне, к тем людям, которые придерживались и продолжают придерживаться насилия. Яшчэ одно пытанне выбару, гэта выбару заставацца ці з'язджаць. Вот вы доўга жылі за мяжой, вярнуліся, а зараз мала таго, што каардынацыйная рада, сябра, мала таго, што вот тут што адбываецца, паглядзіш на гэтае затрыманне таго ж самага вось Федуты, вот здавалася б, як і што, навошта. Чаму вы яшчэ тут? А почему я должна уезжать? Я не собираюсь никуда ехать. Я отсюда не уеду. Меня в этой стране все устраивает. Меня не устраивают те люди, которые сейчас у власти. Но меня страна, меня люди, меня культура устраивают. Я не хочу отсюда уезжать. Это моя страна, я белоруска. Нет, не дождетесь. Ну, это такое вот парада тым, хто задумываецца, можа быць, з'ехаць, бо тут нічога нормально будучага ў этой краіне няма. Ну, будущего этой страны нет. Слушайте, если вы попробуете, у вас есть вариант, получится или не получится. Если вы не попробуете, у вас вариантов нет. Ну, мы же все знаем это выражение. Ну так вперед. Вы считаете, что в этой стране ничего не получится. Вы не верите в своего ребенка. Вы полагаете, что вы абсолютный бездарь, что вы слабы, или какие-то еще. То есть весь набор вот этих негативных утверждений. Но ведь никто не переубедит вас, что дела обстоят иначе. Победа складывается из действий, а не из попытки убежать от этих действий. Много людей остается здесь, много людей продолжает жить в Беларуси, и
работать, творить, настаивать на человеческих ценностях. Те, кто решает, что им пора уехать, это их решение. Я, например, не собираюсь их осуждать. У всех свои причины это сделать. Я не считаю, что я вправе кому-то указывать, надо ему ехать или нет. Каждый выбирает сам для себя. Я для себя решила, и мои аргументы известны. И пусть каждый сам решает для себя. Што чакае беларускае грамадства у плане этыкі, этыкету на фоне таго, колькі людзей прайшло праз турмы? Ведаеце, вот я быў вельмі шакаваны, калі атрымалі мы ліст ад Юліі Слуцкай, интеллигентнейшей женщины, и которая пишет там, ну вот сижу на шконцы. То есть вот это вот все туремное, ну вот хочешь, не хочешь, яно проникае. И вот як зменится культура, я не ведаю, этика, этикет, вот ввогуле на неяк вот зносены ў беларускім грамадстве пасля вот такого вопыту. Ну, я думаю, что, во-первых, мы станем терпимее друг к другу и перестанем быть такими резкими в оценках, да, там, деление, там, как ты сидел в тюрьме, иди-ка ты лесом, что-нибудь в этом духе. Нет, тут будет не сидел, не белорус. Иди-ка ты лесом. Примерно так, да. Я думаю, что мы станем терпимее к обстоятельствам жизни человека. А что касается вот этого специфического языка, его проникновения в среду, слушайте, мы с вами возмущались, например, когда в Беларуси появилось много IT-компаний, и многие молодые люди начали разговаривать на таком рунглише, да, смесь русского и английского. Сейчас мы, может быть, будем возмущаться тому, что какие-то тюремные словечки проникают в реальности быт. Но поверьте, все зависит от человека. Вот, например, потрясающая история Максима Знака, который у себя с сокамерниками организовал команду «Что, где, когда», приучил их не курить, то есть они все бросили курить, понимаете? Он каждый день проходит там по своей камере какое-то количество километров. Вот это сила человека, понимаете? Либо вы катите мир, либо вы бежите рядом и кричите, куда катится этот мир. Все зависит от силы человека, и обстоятельства, которые сейчас переживает Беларусь и белорусы, с моей точки зрения, нас так серьезно закаляют. Да, Знак страшный человек, конечно. Ну и на заканчэнне. Зараз мы вельмі шмат чуем таких про намеры стварыць партыі. І Бабарыка, і Латушка, і Дмітрыеў, і нават Шумченко кажа, што вот ему там яго іпэшнікі кажуць, давай стварай партыю малога бізнеса. Беларусам гэта сёння трэба, гэта стане для іх, я не ведаю, неким, может быть, паратунком, там, ці наадварот, на что это трэба, это только перашкодить нам тут. Ну, смотрите, мы с вами настолько отвыкли от многопартийной системы, что сейчас, когда в стране появляется много партий, либо как минимум разговоров о желании организовать эти партии, для нас это выглядит удивительно. Мол, давайте соберемся в единый кулак и бабахнем. Ну, это же глупо. Мы победили. Вообще ситуация, которая сейчас складывается в Беларуси, она стала возможным не потому, что мы там объединились в единый кулак, понимаете, а потому что произошло вот это вот распространение, размноживание горизонтальных структур. И это прекрасно. Множественность и разнообразие, возможность себя проявить. Вы, наверное, знаете про такую организацию World Value Survey. Они регулярно проводят социологические исследования, сессии, на которых выстраивают страны по очень простой шкале. Это шкала самосохранения либо самовыражения, да, и шкала религиозных ценностей традиционных, да, и секулярных ценностей, да, научных. И вот Беларусь всегда где-то была в районе ценностей самосохранения. Да, когда вот нам лучше припрятаться, не высовывайся, да, чтобы, не дай бог, чего не было. Еще заметят, по шапке получишь. И последние исследования говорят о том, что Беларусь совершила реальный скачок в развитии своем в сравнении, например, со странами нашего региона. Так вот, о чем я хочу сказать, что образование подобного рода партий – это еще один шаг к самовыражению.
Понимание, что вы не один, вас много, вы можете опереться на свою сообщность, на своих однопартийцев, на людей, которые разделяют ваши ценности и ваши цели в жизни. Поэтому я говорю этому процессу «да». С моей точки зрения, это как раз-таки еще один способ выйти из того депрессивного состояния, из того тупика целей, смыслов жизни, в котором мы сейчас находимся. Через творчество, через объединение, через взаимоподдержку. Это не изобретение нашего времени. Они были всегда. Ну что ж, от звонка сябру со словами падтрымки да ўдзелу ў партыйным руху вось рэцэпты ад Аксаны Зарэцкай для змагання з дэпрэсіямі і іншымі негатыўнымі душэўнымі перажываннямі. Дзякуй вялікі. Аксана Зарэцкая, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.